Помимо того, что фильм Наура Гармелия «Последняя цена» стал лучшим полнометражным фильмом российского производства на конкурсе «Российские дебюты» в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня», он получил еще 3 награды за лучшую музыку, операторскую работу и приз зрительских симпатий «Цветы таежной надежды». По словам режиссера, жюри оценило прежде всего искренность, с которой рассказана история. Я понимал, что понятно, что там достичь какого-то сверхвысокого уровня, возможно, не получилось, но мы сделали качественное кино, и я был честен, насколько это можно было. И поэтому, мне кажется, просто из-за честности авторской. «Последняя цена» – полнометражная кинокартина, снятая Науром по его же сценарию, который он написал в 2017 году. Он уже был отмечен наградой в 2021 году под названием «Ореховая лихорадка». Этот сценарий стал лучшим в номинации «Восхождение» конкурса Русского пенцентра. Как говорит Наур, писался сценарий легко и быстро. Ну, я достаточно быстро написал, потому что я придумал про что, а написать это уже мне проще, если изначально все придумать, про что и зачем ты рассказываешь, что написать не так сложно. Я примерно написал там за 1,5 месяца, это еще в 2017 году. Потом там через 2 года я к нему вернулся и уже провел какую-то редакторскую работу, наверное, там какие-то сцены добавил, что-то убавил. Но в целом история сохранилась вот в таком первоначальном виде, в котором я там за месяц ее написал. Фильм «Последняя цена» снят киностудией «Ленфильм», а грант на его создание выделил российский Минкульт. Победа на фестивале «Дух огня», по словам Наура, очень важна, так как сам фестиваль престижный, его президентом уже 2-й год становится знаменитый Эмир Кустурица. И все те награды, что получил фильм, наверняка подстегнут интерес к нему, к режиссеру, и, возможно, это облегчит поиски финансов на производство следующего фильма. Понимая, что этот фестиваль достаточно высокого качества, хотелось на него попасть. И я думаю, что там определенный успех, который мы получили на нем, это в первую очередь реклама для самого фильма. И это поможет потом, когда начнется прокат, просто собрать зрителей как одна из составляющих рекламы. Как рассказал Наур, режиссером он решил стать, потому что с детства испытывал тягу к осмыслению мира. Писал стихи и рассказы. Как ему казалось, тогда режиссер сможет еще более точно передать свое видение мира и интерпретацию происходящего. Оказалось, что так оно и есть. Но не так просто все было, как думалось. Я до этого писал стихи, рассказы и как-то подумал, что, наверное, режиссура – это что-то подходящее для меня. Я тогда плохо себе представлял, правда, что такое режиссура и что это вообще такое и кино в целом. Потом во время обучения было тяжело, и ты задался вопросом, зачем мне это надо. Но обучение было настолько тяжелым, без выходных и каникул, что после обучения ты выходишь в мир, где, оказывается, все достаточно просто. И я за это благодарен мастеру, мастерской, за то, что мы прошли такую школу. Как говорит Наур, его цель – показывать Абхазию через общечеловеческие мотивы. Снимать фильмы, истории которых будут понятны всем жителям Земли, но с абхазским колоритом и характером, как, например, у Искандера. У нас, в принципе, достаточно режиссеров для такой маленькой страны, и я думаю, что если каждый из нас там сделает хотя бы там по 2 фильма про свою страну, это уже будет большой успех, потому что, к сожалению, пока что только в литературе рассказали про нашу страну, а в кино этого пока мало, и я думаю, что в будущем, благодаря молодым режиссерам, можно будет рассказать про Абхазию, про народ, про то, как мы живем. И рассказать, главное, честно про это. Наур уже пишет сценарий к следующему фильму. Получается, к 4-му в его фильмографии. Гармелия снимал короткометражку по новелле Михаила Лакарба «Братья». Средний метр «Мост». Полнометражную ленту «Последняя цена». И снова приступил к работе над полным метром. Осталось выполнить самую сложную задачу в кинопроизводстве – найти на него деньги. Марьяна Котова, Абаза ТВ.